Генеральный партнер проекта – лаборатория Банецкого. Лаборатория для всей семьи. Саламатсыздар ма телекөрүүчүлөр, арыктайм берүүсүнүн алгачкы мүнөттөрүн да ушул жерден баштайлы деп чечтик. Азыр биз здоровье аттуу ден соолукту чыңдоо борборуна келип, биздин катышуучуларды арыктоо максатында адистер менен кеңештирмекчибиз. Бирок ага чейин биздин катышуучулар акыркы ирет тамак ичип алалы дегенде айтор тамактануучу ашканага кетип калышыптыр. Азыр биз ошол жакка барып, ошол жактан аларды кармап, интервью алмакчыбыз. Баары кызыктардын баары алдыда, андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Бул жакта сыйкырдуу ичимдиктер да бар экен, сок, бүт баары, мунун баарынан арылыш керек. Вы готовы жертвовать? Готовы. Всем, чтобы похудеть? Вы что ели? Я ничего не ела, я... Вы заказали? Нет, лимонад. Вы уже готовы? Готова. Вы понимаете, что с этих минут вам уже будет приготовлена определенная еда только? Понимаю. Конечно, я понимаю. Вы готовы? Есть еще время уйти и сдаться? Нет, я готова. Вы готовы пожертвовать наслаждением своим? Да, конечно, я готова. Все отлично. Урматтуу телекөрүүчүлөр, позитив, аябай жакшы, даярдануулар катуу экен. Бул жакта жада калса тамак албай, суу ичип аткандар деле, азыркы мүнөттөрдөн даярдангандар деле бар экен. Андыктан алдыңкы мүнөттөрдө көрөбүз, обследованиядан кийин адистер, ак калачандар өзүнүн жыйынтыгын чыгаргандан соң булар бир аныкталган тамактарды гана жей башташат. Саламатсызбы, атыңыз? Здравствуйте, меня Милита зовут. Милита, очень приятно. А вы пьете? Вы знаете, что он очень... Вы готовы пожертвовать этой волшебной выпивкой? С удовольствием. С удовольствием. Целых несколько месяцев не пить это. Я готова всю жизнь это делать. Мы отдаем эксклюзивный шанс, чтобы вы сдались. Не получится. Не получится. А что пожелаете своим конкурентам? Девочки, бороться, не сдаваться, только вперед, вверх и вперед. А вас как зовут? Чолпонеджи. Чолпонеджи, а вы готовы пожертвовать всеми своими конкурентами? Готова, да. Я жертвую даже, видите, вот я допью, и завтрашнего я не буду пить. Она шутит. Кыздар, баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Бул мүнөттөрдөн бул акыркы тамактанууңар, андыктан ак калачандардан чыккандан кийин сиздер артка жол жок экенин байкашыңар керек. Вы должны понимать, что нет пути назад после того, как мы выйдем из медицинского центра. Вы готовы на это? Да! Андыктан алдыңкы мүнөттөрдө ак калачандарга кирмекчибиз. Ал жактан кандай жыйынтыктар болот биз азырынча билбейбиз. Жөн гана арыктайм программасын көрүңүздөр демекчибиз. Вот это, видите, 53 года, поверите? Она моложе, чем я выглядит. Сумасшедшая женщина. Да что? Я пришла на этот проект, чтобы в ее возрасте точно так же жить. Азыр биз ден соолукту чыңдоо борборуна бараткан чагыбыз, ак калачандар бизди күтүп жатат. Кыздар, такси ала албайсыздарбы? Может, такси возьмете все-таки? Не тяжело будет. Проект уже начался. Последний еще шанс, акыркы мүмкүнчүлүк, все еще можно сдаться, потому что дальше еще жестче будет. Мы готовы бороться, готовы мы худеть, будем худеть, готовы мы. Ак калачандардын жыйынтыгын көрөбүз, андан соң биринчи ыкмалар менен, эреже менен биз арыктаганга алгачкы кадамдарды таштай баштайбыз. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Бул Арыктайм программасы сиздер менен Расул Жумашев.
Я же когда была беременная, получается, я же уже была полная. И вот на вот этот живот, еще живот, представьте? Так смотришь, невозможно. Давай. Давай, иди. Джафарова. У вас ваш вес вызывает какой-то дискомфорт? Да, я как раз принесла ночью на мениске. Ну, то есть вес Да. вам мешает, да? Что еще? Что еще? Ой, во всем. Ну вот еще раз станете, вы Не надо на проект, да? Да, и не надо на проект. Азыр биз ак кабатчандардын астындабыз. Терапевт айымга кирип, биздин катышуучулар өзүнүн көргөзмөсүнөн, өзүнүн көзөмөлдөөсүнөн өтмөкчү. Эмне кылабыз? 10 катышуучу бар бизде. Алдыңкы мүнөттөрдө биз аныктайбыз, ким бул проектке катыша алат же болбосо четтетилгендер да болобу. Анткени диета кармаган ар бир адамга ден соолугуна байланыштуу каралган эмес. Көрөбүз астында бул арыктайм программасы, биз менен бирге болуңуз. Бул бир гана катышуучуларга эмес, сиздерге дагы жардамчы болмокчу. Андыктан арыктайм деп турсаңыз, бул программа сизге жардам берет. Сиз кирип жыйынтыкты билгенден соң бир аз мындай маанай түшүп калган жокпу? Жок. 100% даярсызбы? Ооба. Бул программа атайын катуу эрежелерди караганда, анан баарына даярсызбы? Орто ченинен кетип калбайсызбы? Анткени артка жол жок. Ну, я думаю, что нет. Не сверну назад. Сиз өзүңүздүн максатыңызга жетүү үчүн эмнеге даярсыз? Ну, я пришла на этот проект похудеть. Я готова, наверное, похудеть. Бросить все свои фастфуды. 67,5, да? А можно не вслух? Я же сейчас сознание потеряюсь. У меня 40 лишних сантиметров. Да. 40. Вы очень эмоциональный человек. Да, очень. Расскажите, пожалуйста. Чынында бир оор жагдай болуш керек. Азыр барып эс алганча сүйлөшүп маек кылып, эмнеде себеп, эмне үчүн маанай төмөн экенин билгенге аракет жасайбыз. Вилита, расскажите, в чем дело все-таки? У меня обнаружили щитовидную железу, я ее в прошлом году год лечила, я очень сильно из этого набрала вес.
около 12 килограмм. Я думала, вот наконец-то я буду худеть. Оказывается, она у меня еще не вылечилась. Да, почти? Да, 64,7, да? Ну, 200 грамм умерем, да? Ваши эти? Ничего, 200 нет. А это? 100 грамм, да? Ага. 57. Качество жизни снижено или нет? Или вы довольны? Вы работаете, вы довольны своей работоспособностью? Я вообще в жизни не умею жаловаться. Стараюсь позитивно смотреть на все. Ну, в проекте, я думаю, вы можете участвовать, но мы должны сделать УЗИ щитовидной железы и желчного пузыря. Я вам сейчас напишу. Хорошо. Хорошо. У меня тоже железа щитовидной железы. Ты что, переживаешь? Конечно, Переживаешь? Нормально? Я их год лечила, это очень тяжело лечить. У меня компрессовый подбородок, второй все думают, что это из-за жира, на самом деле это зуб. Это очень тяжело. Ну, у меня он тоже зуб. Ничего страшного. Ничего страшного, то есть мы выиграем, даже первыми будем мы. Я не за это, мне маму оперировали, я не хочу этого всего. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Давайте знакомиться. Фамилия ваша? Темикеева. Е, да? Да, Е. Темикеева Адинай. 107, да? 177. Ну, без вот этого 106 будет. Я думаю, без этих. Ну, 100 грамм уберем. Да. Значит, вы любите кушать в первую очередь мучное. Мучное, да. А сладкое? Сладкое люблю. Шоколад. Шоколад любите. Еще что любите? Мороженое, торты, пирожные. Торты, пирожные. Мороженое не люблю. Ага, торты, пирожные любите. Да. Ну, и это довольно часто и в хорошем количестве бывает, да? Бывает такой день, один день не хочешь кушать, я держусь нормально, второй день держусь, а третий сыт. Прям набрасываешься, бывает. Все покупаешь и кушаешь в удовольствие. Что вас беспокоит? Одышка вас беспокоит? Одышка. Сердцебиение вас беспокоит? Одышка. Одышка. Больше, сердцем, я думаю, у меня нормально все. Вот когда я, например, начинаю бегать, через 10 минут уже начинается одышка. Одышка, вы хотите присесть? Присесть хочу, отдохнуть, да. День я вам рекомендую посмотреть вашу щитовидную железу, сделать УЗИ щитовидной железы и УЗИ желчного пузыря и поджелудочной железы. Хорошо. УЗИ. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Так, давайте знакомиться. Ишимбаева. 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 Ида Ишимбаева. Гульфия. У вас ожирение один. Нет, Даже я не ставлю. у меня может быть еще мышечная масса, потому что я спортсмен. Спортсмен. Да, но я как бы поправилась, и да, у меня вот получилось, что мышцы вытолкнули вот этот жир, да, и получилось, что я в объемах чуть-чуть, не чуть-чуть, а как бы хорошо увеличилась, да. Мне сейчас вот этот вот метаболизм надо как бы разогнать вот в этом проекте, улучшить, да, метаболизм, да, и как бы проект, да, стимулирует, потому что я чуть-чуть ленивая стала в плане спорта, потому что я там всю жизнь в нем. И меня тоже хочу, чтобы так вот погоняли, Да, у вас лишние,
вот 4,5 килограмма. Ну, мне бы хотелось... 4,5 это и есть ваша мышечная масса. Мне бы хотелось, конечно, вот килограмм 8,5, да, вот как бы, чтобы мне легче было, потому что я чувствую, что уже, ну, тяжеловато чуть-чуть стало, да. А каким видом спорта вы занимаетесь? У меня йога, стретчинг, шестовая акробатика. Вот, Вы профессиональный? Да, я профессиональный, да, учитель физкультуры я. Вы сейчас занимаетесь этим? Это тоже занимаюсь, но понимаете, получается, что я тренирую. Я же не буду стоять с ними заниматься. Я проверяю, правильно они выполняют, неправильно. Получается, я отдельно вот иду там, занимаюсь, тренируюсь. Но когда нет персонального тренера, как вы знаете, да, мы немножко, даже мы тренеры, даем себе немножко такую поблажку, да, думаешь, ой, ну ладно, устала, ой, ну ладно, все равно отпрыгаю, отбегаю. Нет, мне тоже надо, чтобы кто-то меня там заставил, там погонял. Для меня это очень как бы важно, да, хочется, чтобы там сказали нет, я буду вот трястись, а мне скажут нет, продолжай еще делать. Скажите, а вот вы образом питания мышечную массу увеличиваете? Вы как-то... Нет, я БАДы, вот это я не употребляю, конечно. Нет. Это чисто вот свое, там, ну, как белки, да, вот. В большом количестве у вас белки? Нет, не в большом, да. Ну, например, там, конечно, не каждый день яйца, да, там где-то, ну, в 3 дня раз, там, яйца какие-то. Мясо вареное, конечно, не жареное, не могу употреблять. Ну и вот немножко расслабилась, там дочка приехала, там всякие конфетки, сладости, там все это понавешала. Углеводы тоже пошли, да? И углеводы пошли. А так я вообще-то сама по себе, я не любительница хлеба, но любительница сладкого. Но я всегда себя это контролирую. Ну тут такие вкуснятинки всякие я не могу. Мне хотелось, да, сесть с детьми, да, со своими, вот и... Не могу, там они будут пить чай, да, а я буду сидеть. Нет, поддержка. Да, группа поддержки. Вы видите, вот углеводы нам не дают мышечную массу. Нет, углеводы не дают. Да, я знаю. Значит, здесь вот у они вас именно... не мышечная масса, а столько идет жировая, да? Да, жировая, вот, да, это жировая. Ну просто объемы как получилось. Вот мышечная масса вытолкнула жировую массу, и я вот такая вот в объеме увеличилась. Во-первых, вы сами готовы. Да. Уже и не только психологически. Да, самое главное, психологически вы готовы, и вы знаете свои нюансы. Вам будет легче. Я вам желаю удачи. Все, спасибо большое. Очень рада была знать, что я здоровая. Ой, вес, наверное, большой уже. Ну, какой есть. Ого. 84 почти, да? Вот большой. Ну, сколько нажили? 102. Вот увеличился. Ну, максимальное это до 95, это до 90. В моем, да? У женщин допускают. Максимально. Диету продолжаете соблюдать? Нет. Нет, вы уже бросили это все, да? Это вам уже надоело, да? Да. Вы опять кушаете много мучного, да, сладкого, сладкого, да? Опять, да. Ну, чуть-чуть меньше, чем раньше, но опять. Соблюдаете границы, но все равно многовато, да? Да. Соль любите? Вот соль я исключила вообще. Специи любите? Нет, специи тоже исключила. Ага. А напитки какие? Напитки, ну, чуть-чуть уменьшила, чем раньше. Но все равно употребляете, да? Все равно. Ну, то есть у нас углеводов много получается, да? А двигаемся? Двигаемся, ну так, среднее, не напрягаемся. Не напрягаемся. Двигаемся каким образом? Пешком ходите или ходите? Нет, пешком нет. Пешком на машине. На машине. А что значит двигаемся? Двигаемся это по дому, по квартире. Это
Ну, имеете уборку, да? Да, Вот это уборка, всё, да, там по работе куда-то вот чуть-чуть сходить. Немножечко вы- ну, и то есть все, движения да, у вас да, ограничены, да, чё-то? Ограничены, Да. да. У вас работа офисная, да? Офисная, да, Да, подразумевает. да. Малоподвижная. Малоподвижная. Ну, то есть идет много углеводов, да, это да. раз, да. Малоподвижный образ жизни. Да. Ну, это два таких мощных фактора, да, которые вам дают вес. Да. Кожа у нас суховатая, да? Я же позавчера прилетела с моря. в Турцию. Поэтому сухая. Отдыхала. Хорошо. Там соленое же всё, Соленая, да, поэтому я Всё мне заметила. вот в Анталии вот тут. Да, да, да. Значит, ногти у нас ломаются. Да нет, нет, они у меня твердые пожизненно нормальные, были, да, да. Волосы выпадают? Вот волосы, да, наверное, от работы у меня же подразумевается постоянно лаки, красить, то блондинка, то черные у меня начали Скорее выпадать. всего, от химии. Вон, все шансы для похудения есть. Да? Единственное, надо убрать лень. Так, здесь сейчас, в настоящий момент. Но еще мы посмотрим общий анализ крови, да, вы сдавали? Да, кровь и мочу сдавали. Мочу, посмотрим. Ну, тогда у нас было все хорошо, когда мы сдавали. Да. Я думаю, этот раз тоже будет все хорошо. Единственное, надо по-настоящему созреть, раз похудела, уже держать вот эту свою мерку и больше не уходить, потому что, ну, попозже будет тяжелее. Постараемся. Хорошо? Хорошо. Все, а так у вас все хорошо, все нормально. Я вас думаю, что все прекрасно. Ну, спасибо. Все, всего доброго, удачи Спасибо. вам. До свидания, до свидания. Ну, на сегодняшний день, Мелита, вы же говорили, что у вас с щитовидкой проблемы уже давно, да? Ну, я же ее лечила год. Лечили, Я да. 12 килограмм набрала из-за этого. Из-за этого, да? Из-за этих гормональных. Но в настоящий момент общий объем щитовидной железы у вас не увеличен. Но у вас слева есть узел. Узел у вас большой. Да, мама сказала. Да. Вот этот узел мы должны обследовать. Да. Это завтра будет? Да. Значит, я могу участвовать, да, в проекте? Ну, участвовать в проекте, завтра посмотрим гормоны, тогда я вам скажу. Хорошо? Хорошо. Это у вас остается, да? Нет, я вам сейчас отдам. Я вам только напишу гормоны. Вот вы мне там написали, дополнительно с ними сдавать. Написала что ТГ? Да. Все, завтра сдаете здесь. И потом к вам сразу? Да, теперь мы с вами встречаемся в понедельник. В понедельник. Хорошо. Вот завтра сдам, а потом в понедельник к вам. Тогда как вам удобнее меня оставить? Да, у вас оставить, я буду у вас лечить. Тогда я вот это все, вашу карточку в одно это. Я все у вас буду проходить и лечить. Хорошо. Всё, Спасибо большое. Всего доброго. До удачи. свидания. До свидания. Мелита, расскажите, что там было, что порекомендовал врач и вообще как это произошло? Сердцебиение сказали хорошее, но обнаружили тахикардию и щитовидную железу, что меня очень расстроило. И, оказывается, я не могла все это время сбросить вес только из-за щитовидной железы, что меня тоже очень расстроило. Дали направление на анализы, на УЗИ и на проверку щитовидной железы. То есть пока анализы не будут выявлены, вы не можете участвовать? Нет, я могу участвовать. Она сказала, это наоборот даже очень хорошо при правильном комплексном похудении и при правильном этом питании, наоборот, это будет полезно лечить и щитовидку, и... Это вас не останавливает? Вы будете участвовать? Я буду участвовать, несмотря ни на что. Желаю удачи. Спасибо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, алдыңкы мүнөттөрдө биз кезекте катышуучубуздун
үйүнө кирген жатабыз. Андыктан кимде турсаңыздар биз менен бирге болуңуздар. Арыктайм программасы өзүнүн жумушун уланта берет. Бизди күтүп аттыңыз беле? Жок. Тамамсызбы? Ташкынадан баштайт окшойбуз, э? Я не ждала вас. Дароо эле нан, кара нан. Нет, это смотри, я штук не одна живу. Да. Видите, да? Вот у меня свой уголок есть, смотри. Вот видишь, вот мои продукты. Клетчатка, видишь, он витамины пьют, крупы вот такие. Это сырые семечки. Только в салат добавляю. Вот чи, это все такое, да? Тамак ашыңызды бурчка тыгып койгон элем. Нет, вот еще такие. Ну вот здесь мои, да, вот такие. Ну ничего, вот крупы, Маша. Млечко, млечко. Эртең менен эмне тамактанасыз? Эмне тамак жейсиз? Вот я раньше ела это, Геркулес, но потом что-то я в этом услышала, что это не совсем полезно. Геркулес. Лучше тогда гречку, да? То есть она как бы это углеводы. Ну вот можно, возможно, можно не так много питательных. Холодильнингизде сонун нерселер бар экен. Малга этине жаман болуп калганбы? Я не знаю, это, наверное, мама порезала. Чё? Айтпайм эчимде. Вообще-то мясо можно нам? Мясо нужно. Имбирь собиралась пить, никак не могу. Ну, короче, там, для метаболизма, да? Асындачы, еттин барасында болсо Разчы май. Это мама вечно кофе тушу. Жок, апаңызга түшпөңүзсүң. Нет, честно. Нет, я не знаю, зачем, что вот ход Ваня. Это еще с зимы осталось. Могол жакта бир аз адамгерчиликтүү тамак. Нет, там еще у нас есть это. Морозилка. Тиякта да барбы? Жүрүңүз анда ошол жакка көрүш керек. Таттуунун баары бул жакта келет. Нет, это ягоды. Брокколи. Это все без сахара, да? Просто без жаб, да? Малина. Вот вы не представляете, это еще с прошлого года. То есть это с прошлого лета, не как и металл в этот раз. Бизде качан жейт деп жүрүшөт булар. Аркусом болмок. Пусть лучше плачет дождь, а я не буду в глазах твоих вновь ложь, это я забуду. Пусть сердце бьется в такт моей печали, а слезы льются долгими ночами, и громкий крик сдержать мне удается лишь руками. Поверь мне, нет, я кричу безмолвно, и крик мой не услышишь ты. Печаль мою и слезы не увидишь, пусть плачет дождь, а я не буду. Мольбу и боль в глазах моих ты не замечаешь. Скажи, любимый, где себя мы потеряли? Любовь и чувства мы на что же разменяли?
мою, и слезы, и пусть забьются в такт у нас сердца. Любовь спасет нас. Нет, я кричу, кричу безмолвно, и крик мой не услышишь ты. Печаль мою и слезы не увидишь. Пусть плачет дождь, а я не буду. Пусть плачет дождь, а я не буду. Мына ушундай албетте сөз түрдө катышуучулардын өзүнүн жеке таланттары да болбой койбойт. Биз Рысайдын үйүн текшерип кеттик. Баары сонун. Алдыңкы мүнөттөрдө биз эмне кыларыбызды сиз байкап турушуңуз керек. Бул Арык Тайм программасы, солисттердин жыйынтыгын биз сөз түрдө күтөбүз. Биз менен чогуу болуңуздар. Проект жаңы гана башталды. Аны менен катар биринчи тоскоолдуктар. Ак халачандардын айтымында катышуучулардын айрымдары толук түрдө бул беттешке даяр эмес экендигин билдирди. Кээ бирөөлөр ден соолугу чың кубанса, башкалар көз жаш төккөн учурлар дагы байкалды. Ким бул проектте калат, ким баш тартат, ким башкы призди, чет өлкөгө жолдомону жеңип алат, ким бул жерде өз максатына жетет, ким жеңиштен баш тартып өз эркинин колуна ала албай бул таймаштан жеңилиши мүмкүн. Бул Арык Тайм программасы. Сиздер менен Расул Жумашев. Кийинки берүүдө жолукканга чейин. Генеральный партнер проекта – лаборатория Банецкого. Лаборатория для всей семьи.